Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге мен Динара, и в этом видео я хочу рассказать вам о настоящем обычном времени казахского языка. В русском языке есть только одно настоящее время. То есть я сейчас пью чай, и я вообще каждый день пью чай, глаголы образуются одинаково, пью и пью. А в казахском языке, так же как и в английском языке, вот эти два предложения будут образоваться разными путями. То есть в казахском языке, так же как и в английском языке, есть два вида настоящего времени. Первое это ауспалы осы шақ или же present simple. Второе это нақ осы шақ или же present continuous. И сегодня мы с вами поговорим об ауспалы осы шақ, о настоящем обычном времени. И самый первый вопрос: когда использовать настоящее обычное время? Настоящее обычное время используем в том случае, если мы рассказываем наши регулярные действия. Например, каждый день я просыпаюсь в 9 часов утра, каждое утро я пью кофе, каждый день я иду на работу, каждое воскресенье я иду в парк, каждый год я встречаюсь с друзьями, я отдыхаю где-то и так далее. То есть все наши регулярные действия рассказываются в ауспалы осы шақ, то есть в настоящем обычном времени. Это первый случай. Второй случай: в настоящий момент обстоятельства также рассказываются в ауспалы осы шақ, то есть где мы сейчас проживаем, где мы работаем. Настоящее обычное время – это время, которое происходит вокруг нас, это действия, которые мы делаем регулярно, часто, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно и так далее. А теперь как образовать ауспалы осы шақ? Ауспалы осы шақ образуется с помощью глагола. То есть глагол нам показывает, в каком времени мы с вами говорим. Формула ауспалы осы шақ – это глагол плюс суффиксы а, е, и краткое и плюс личные окончания. Возьмем глагол бару. Бару – это идти, ехать, убираем у. Всегда мы будем убирать у, потому что у – это неопределенная форма глагола, как т с мягким знаком. В русском языке мы не говорим «я играть», «я прыгать», «я бегать», мы говорим «я прыгаю», «я бегаю» и так далее. Также в казахском языке мы что делаем? Убираем у и смотрим на последний звук. Если наш звук является гласным, то мы добавляем и краткую. А если наш звук является согласным, то мы добавляем либо а, либо е. Если глагол является твердым по звучанию, то мы добавляем а, потому что а является твердой гласной. А если наш глагол является мягким по звучанию, то мы добавляем е, потому что е является мягкой гласной. И плюс добавляем личные окончания в зависимости от местоимения. Мэн, если это мен, то есть я. Сын, если ты, то есть сен. Сыс добавляем, если вы, сыс. И д добавляем, если он или она, то есть ол. Имейте в виду, окончания также добавляются в зависимости от мягкости и твердости глагола. Если глагол изначально твердый, то мы добавляем мэн окончание, сын, сыс, д. А если наш глагол является мягким по звучанию, то и окончания должны быть мягкими. То есть мы выбираем мягкий вариант окончаний. Мэн, сын, сыз и д. И у настоящего обычного времени есть свои ключевые слова, или же наречия времени. Здесь все ключевые слова настоящего обычного времени. И начинаем пирамиду с конца. Самое первое это әрқашан, это всегда. Дальше идет үнемі, это постоянно. Әдетте, это обычно. Жиі, это часто. Кейде, это иногда. Сирек, это редко. И сверху у нас идет никогда, то есть ешқашан. Здесь видно, как часто мы делаем действия. В самом внизу это әрқашан, то есть всегда, процентов больше, и в самом верху у нас ешқашан, никогда, то есть действия, которые мы никогда не делаем. Итак, попробуем сказать: я каждый день встаю в 9 часов утра. Мен каждый день күнде сағат 9-да оянамын. Теперь подробно. Мен. Предложение мы начинаем с местоимения.
Мен это я. Күнде это каждый день. Не эркүн, да? Күнде это каждый день. Дальше. Сағат 9-да. Смотрите на последовательность. Сначала мы говорим сағат, затем только 9-да, не наоборот. Если вы скажете 9 сағат, то получится, что вот 9 часов это как по продолжительности. 9 часов я летела, 9 часов длился концерт и так далее. А нам нужно сказать в 9 часов, то есть время. Поэтому сначала мы говорим сағат, затем только 9-да. Оянамын. Вот наш глагол ояну поменялось на оянамын. Каким образом? Сначала это был глагол ояну. Мы убрали у, посмотрели на последний звук. Оянна завершается на не. Не, во-первых, согласное. Теперь мы точно знаем, что добавим либо а, либо е. Теперь нам нужно определить, какой у нас глагол, мягкий или твердый. В глаголе ояну есть гласные о и я. Являются они твердыми. Поэтому мы добавляем не е, а. Суффикс а. Ояна. И добавляем личное окончание мн твердую. Потому что, во-первых, это мен оянамын. Во-вторых, добавляем твердую, потому что у нас глагол является твердым. Есть о и я. Оянамын. Собираем наше предложение, еще раз говорим. Мен күнде сағат 9-да оянамын. Давайте приведем второй пример. Я обычно утром пью кофе. Попробуем сказать это на казахском. Мен, я, әдетте, обычно, утром, таңертең, кофе, ішемін, пью. Глагол ішу мы убрали у, оставили глагол без суффикса у. У нас остается ш, глухой согласный. Смотрим на глагол. Гласное является мягкое, поэтому и суффикс должен быть каким? Мягким. Добавляем е. Ще и плюс добавляем личное окончание мн, также мягкую, потому что у нас все идет мягко. Ще мн, то есть выбираем не мн, а мн. Ще мн. Вот так образуется настоящее обычное время. Теперь попробуем сказать еще одно предложение. Я каждый день вечером смотрю телевизор. Мен күнде кешке теледидар қараймын. А теперь поподробнее. Мен это я каждый день. Күнде вечером. Кешке теледидар это телевизор и глагол қараймын. Глагол қарау это смотреть. Мы убрали у нас осталось кра. А является гласной. А е мы сразу убираем. У нас остается вариант и краткое. Получается караймын. Здесь очень важно не запутаться. Если наш глагол завершается на гласную, вне зависимости от мягкости и твердости глагола, мы добавляем и краткую. Караймын. Тазалаймын, жинаймын, ұйықтаймын. А теперь попробуйте сказать: я каждый день иду на работу. Теперь давайте проверим. Я, мен, каждый день күнде, на работу жұмысқа иду барамын. Глагол бару убрали у нас остается бар. Мы добавили а и добавили личное окончание мн. Барамын. Попробуйте сказать: ты каждый день идешь на работу. Сен күнде жұмысқа барасың. Так как вначале мы сказали сен, то и в конце поменялось наше личное окончание. Попробуйте сказать: вы каждый день идете на работу. Сіз күнде жұмысқа барасыз. Также поменялось личное окончание. И он или она каждый день идет на работу. Ол күнде жұмысқа барады. Так как у нас было ол, то и мы в конце глагола добавили д. Барады. Теперь вы знаете формулу настоящего обычного времени. Вы знаете, что если глаголу добавить суффиксы а, е, и, у нас образуется настоящее обычное время. Но есть исключения. Есть некоторые глаголы, как оку, току, ринжу, тану. Им добавляются не эти суффиксы, которые вы уже знаете, а и,
обычное. То есть в настоящем обычном времени глагол оку поменяется на оқимын, тоқу тоқимын, ренжу ренжимын, тану танимын. Оку это читать, току это вязать, ренжу это обижаться, тану это знать, узнавать. Вот этим глаголом в настоящем обычном времени добавляется и обычное. То есть не оқамын, не оқемын, а оқимын, тоқимын, ренжимын и танимын. Попробуем сказать: я каждый день читаю книгу. Мен күнде кітап оқимын. Теперь подытожим то, что мы сегодня с вами прошли. Настоящее обычное время – это ауспалы осы шаг. Это время мы используем, когда мы говорим о наших регулярных действиях. Формула настоящего обычного времени – это глагол плюс суффиксы а, е и краткое исключение и плюс личные окончания. Личные окончания меняются в зависимости от местоимения. Ключевые слова настоящего обычного времени – это әрқашан, үнемі, әдетте, кейде, жиі, сирек, ешқашан. Попробуйте поспрягать несколько глаголов в настоящем обычном времени. Попробуйте составить несколько предложений. Я уверена, у вас получится. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сәттілік!